Христианские притчи. Наследие святых отцов. Мешок снега. Предложил жадный и хитрый человек своему бедному глупому соседу мешок снега зимой в долг до лета, но с условием: не вернет мешок снега, значит, должен будет отдать мешок золота. Удивился глупый сосед. Снега полон двор, сам не знает, куда девать. Но зря же ведь предлагать не станут. И взял мешок. А как лето пришло, то и сосед тут как тут. Отдавай долг. Схватился за голову глупый человек. Как быть? Ведь снег-то давно уж растаял. К счастью, другой сосед у него добрым и мудрым был. «Ладно, — говорит он, — помогу уж тебе. Глядишь, в другой раз будешь умнее. Ты, — говорит, — брось пустой мешок в лужу побольше и скажи жадному соседу, чтобы быстрее шел получать долг. А уж дальше моя забота». Глупый человек так и сделал. Подивился жадный сосед. Где это сумел глупец столько золота раздобыть? Снег-то в разгар лета разве найдешь? И пошел за долгом, а навстречу ему мудрый сосед. Разговорились, как дела, куда кто путь держит. «Да вот, — говорит мудрый сосед, — иду покупателя на свой лук искать. И много ли за него хочешь?» «Да столько, что пока никто не дает. Мешок золота. А на этот лук жадный человек давно уже заглядывался. И как раз мешок золота у него теперь был. «Я покупаю, — сказал он. Пошли за золотом». «Нет, так дело не пойдет. Ты сначала лук посмотри, — предупредил мудрый сосед, — чтобы потом ко мне никаких обид не было. Ничего, — думает жадный, — все равно никуда от меня мой мешок золота не уйдет». И пошел за мудрым соседом. А тот водил по самой жаре, весь луг вдоль и поперек показал. Наконец говорит: «Ну, а теперь пошли за твоим золотом». Пришли на двор бедного человека. «А ну, — говорит ему жадный сосед, — подавай мне сюда мое золото». А глупый человек уж как ни был глуп, сообразил, что надо делать. «Какое золото? — спрашивает. — Я тебе снег во дворе положил. Да ты что-то долго не шел. Вот он и растаял». Посмотрел жадный человек на своего бедного и больше не глупого соседа, потом на мудрого,
Но ничего не поделаешь. Так с мокрым пустым мешком и ушел восвояси.